Ну, я думаю, что состоялось очень важное событие в современной культурной, научной жизни, потому что переиздан, вот передо мной лежит этот том, на самом деле первый том, да, вот этой знаменитой книги выдающегося якутского историка Гаврила Ксенофонтова «Уран и Сахалар. Очерки по древней истории якутов». Но эта книга, она, во-первых, одна из первых такого характера, потому что там, ну, немножко забегая вперед, скажу, что она посвящена самому, как вот автор пишет, раннему периоду, древнему периоду в истории якутского народа. Но если выражаться современным языком, речь идет о происхождении якутского народа. Ну и кроме того, вот эта книга, она стала знаковым вообще явлением, даже по тем временам, в 30-х годах, а спустя годы просто стала редкостью, ну, по известным причинам. Дело в том, что Ксенофонтов, мы его почитаем как одного из первых историков, пропагандистов истории родного края, культуры своей. Но он, конечно, еще известен как один из первых ярких политических деятелей. Вот. Он принадлежал одному из первых поколений якутской интеллигенции, которая придерживалась либерально-демократических идей. У них были свои взгляды на развитие Якутии. И вот эти трагические годы революции и гражданской войны, особенно, конечно, они, ну, можно сказать, это была трагедия, по сути, ученого и выдающегося политического деятеля, потому что его взгляды оказались, ну, не нужны фактически на тот момент, потому что он не разделял взгляды вот победившей партии, и вообще вот тот строй, который установился, конечно, он для Ксенофонтова, ну, Ксенофонтов не смог его принять, потому что у него были свои взгляды. Вот поэтому он оказался под репрессиями, и, соответственно, вот его все, что связано было с ним, после того, как он был репрессирован в 1938 году, оказалось под запретом. И это тоже придало такой вот, ну, характер вот этой книги, да, что вот она мало того, что сама по содержанию такая, да, но все-таки проблема происхождения якутов, она очень и до сих пор, ну, волнует, да, беспокоит не только наше население, не только якутян, но и в целом вообще в мировой науке. Вот, и Ксенофонтов, он вот этой книгой, он внес выдающийся вклад в изучение вот этой проблемы. Вот, и поэтому она многократно вот вызывает интерес, ну, с любой точки зрения. Поэтому вот я считаю, то, что вот национальная издательская компания вот совершила такое, я считаю, очень тоже знаковое действительно, значит, дело, то есть переиздала эту книгу, потому что она была как бы, ну, раритетом, скажем так, да, то есть и тираж был относительно небольшой тогда, и потом вот в связи с тем, что я сказал, тоже как бы она под запретом уже была, по сути, эта книга. Вот. Ну, а если немножко по содержанию сказать, то, конечно, здесь, ну, наверное, вся сумма тех знаний, которые были во времена Ксенофонтова известны, он их всех использовал фактически. Вот. Поэтому это вот именно такое концентрированное выражение вот всего, что связано с древней историей якутов. И это Ксенофонтов сумел изложить. Там у него вначале очень долгий, длительный экскурс истории изучения, там представлены зарубежные ученые, отечественные ученые, он всех хорошо так разложил, прямо все подробно. До сих пор это его обзор, он не потерял своего значения. Вот. И даже вот это уже достаточно для того, чтобы вот любой из современных, кто интересуется историей Якутии, просто обязан начинать свою работу или учебу именно с этой книги. Ну а если говорить о последующих главах, там, конечно, излагается его концепция знаменитая. Но ее называли долгое время южной концепцией. Там у него своя оригинальная, конечно, концепция. Он считал, что якуты сформировались в результате длительной многовековой колонизации, как он говорил, Средней Лены, которая началась почти 2000 лет назад. Было несколько волн. И вот я в начале своего выступления сказал, что это первый том, по сути. То есть это была, по его замыслу, серия книг, ну, как минимум 2 книги должно было выйти.
Вот. Но поскольку у него там 3 этапа, вот в его концепции происхождения якутов, значит, он вот в первой, вот в этой книге, которая успела выйти, он изложил только о первых этапах, а вот самый основной этап должен был быть изложен во втором томе. Но, к сожалению, вот он стал жертвой репрессий, и второй том не увидел свет. Но даже несмотря на это, вот те материалы, которые там содержатся, конечно, они, ну вот скажем, фольклор, который тогда, конечно, был основным источником, он изучил, ну, основательно. То есть все знания, которые были у якутов о своем происхождении, он это все суммировал, все туда, как сказать, проанализировал, соотнес с научными, да, историческими сведениями. Вот. Ну и потом у него там есть интересные приложения, там есть словарь, кстати, вот редких, уже устаревших терминов. И вот, например, я обращаюсь к специалистам по языку, якутскому языку и специалистам по фольклору. Вот эта книга, я считаю, тоже не только как историческая, но и как вот языковедческая, фольклористическая, скажем, тоже очень ценна в этом смысле. Вот, поэтому вот я приглашаю всех, ну, кто неравнодушен истории родного края, да не только якутян, да, а в целом те, кто интересуется историей Якутии, обязательно приобрести эту книгу. Вот, и, конечно, желаю успехов вот в изучении истории Якутии. Спасибо.